На этой огромной планете снов. У каждого человека есть место на Земле, где он появился на свет. Это его малая родина. И для многих из нас красивое цветущее село с удивительным названием Бадамша является малой родиной. Настоящим его украшением являются люди, трудолюбивые, скромные. Их ежедневный труд – это источник человеческой мудрости, самоотверженности. В селе проживают представители многих национальностей. Основное большинство составляют казахи, русские, украинцы, немцы, для которых гражданский мир и согласие – главное достояние. Население села составляет свыше 5000 человек. У сел, как и у людей, есть свои истории, биографии. Богатая история нашего села. В ней были странички изнуренного труда и незабываемого веселья, странички трагедии и странички юмора. Но всегда преобладала чистота души и любовь к родной земле. Поселок Бадамша основан в 1941 году, когда было принято специальное постановление правительства СССР о разработке кемпинсайского месторождения никель-кобальтовых руд. Поселок Горняков был выстроен в кратчайшие сроки спецпереселенцами немецкой национальности из Украины, которые в дальнейшем составили основное большинство жителей районного центра. Однако в 90-е годы большинство вернулось на свою историческую родину. С тех пор прошло 30 лет. Приятно видеть, что в районном центре произошли положительные изменения в благоустройстве. С каждым годом растет социально-экономическое благосостояние села и качество жизни его жителей. На сегодня заасфальтированные улицы, появилось освещение, снимается проблема с водоснабжением, и работы по благоустройству продолжаются. У каждого бадамшинца есть память и особое место, которое болью отдается в сердце. Это память о погибших и отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. И как символ памяти о героизме земляков, в центре села, на аллее Славы, в гранитном монументе увековечены их доблестные имена. Ежегодно к обелиску Славы и Вечному огню возлагается множество венков и цветов. Гремит салют в честь Дня Победы. В селе отлично поставлена работа по сохранению здоровья основного капитала общества – людей. В центральной больнице и поликлинике рассчитано на 150 посещений в смену. Неустанно трудится профессиональный персонал. Медучреждение оснащено современным оборудованием. Особое внимание уделяется воспитанию и всестороннему развитию детей. В селе имеется 2 детских сада на 260 мест с обновленной материальной базой, 2 школы с казахским и русским языком обучения, где получают знания более 1000 детей. Образовательный процесс проходит в светлых, просторных кабинетах школ, оснащенных по последнему требованию времени. Уроки проходят с применением интерактивных технологий, компьютерные классы, классы робототехники, ведется строительство школы на 300 мест, интерната на 70 мест. Не остается без внимания спортивная и творческая сторона воспитания, которой занимается педагогический состав Каргалинской районной школы искусств и детско-юношеской спортивной школы. С материалом богатой истории жизни села и района вы можете ознакомиться в историко-краеведческом музее, по праву занимающем первое место в области. В 2018 году произошло историческое событие для нашего маленького села. Запущен крупномасштабный проект «Ветровые электростанции Бадамша», который обеспечит наш регион электроэнергией. С заботой о проведении досуга и отдыха в селе раскинулось место для отдыха «Новый парк». На его территории разбит фонтан, установлены сцены для проведения праздничных мероприятий, детские игровые площадки, высажено более 500 молодых саженцев. В Бадамше расположены хлебные и мукомольные заводы, укрепляют экономику района фермерские хозяйства, работают точки сферы услуг населению, соцобеспечение, общественное питание и торговли, бытовое и культурное обслуживание, транспортная и почтовая связь, кредитование, финансирование. Село мое, среди садов, среди полей, да будет мир и хлеб, и соль, под каждой крышей твоей. Слетают с губ моих признания. Ты слышишь, милый сердцу край? Тебе навеки процветание, тебе при жизни светлый рай.